Вітаю всіх на Свабодзе прэміум. З вами Ганна Соус і сёння мой суразмоўца, доктар-рэаніматолог Владимир Мартаў. Ён былы загадчык аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскай бальніцы хуткай медычнай дапамогі. Добрый дзень, спадар Владимир. Добрый день. Для тых, хто вас добра не ведае, хаця, думаю, вы цяпер вядомая асоба ў Беларусі, я нагадаю, што вы прадстаўнік вядомай віцебскай дынастыі медыкаў. Владимир Мартаў адзін з першых у Беларусі пачаў адкрыта гаварыць пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. І сёлета ўвесну доктару не працягнулі кантракт, бо ён адкрыта выказваўся аб праблемах і ў медыцыне, і ў краіне. І на Свабодзе неўзабаве выйдзе цыкл падкастаў доктара Мартава, ён называецца «Віцебск Бергама. Каранавірусная эпідэмія. Першая хваля». Найперш я прапаную, спадар Владимир, пагаварыць пра актуальную, пра цяперашнюю сітуацыю з каранавірусам у Беларусі. Я літаральна сёння гаварыла са знаёмай доктаркай у Менску, яе аддзяленне сёння перапрафілююць на лячэнне каранавірусных хворых. І яна вот такі выраз ужыла. У нас чакаюць другую Італію. Другое Бергама, як выглядае. Якая ваша ацэнка сітуацыі з каранавірусам у Беларусі цяпер у гэтай хвалі? Я нават не ведаю, які нумар ужо гэтай хвалі, четвертая ці якая она? Ну, наверное, четвертая, да. Ну, значит, я сразу скажу, что я не работаю сейчас в реанимации уже несколько месяцев, но до меня доходит, естественно, информация, что происходит в городе, в стране, и доносится информация, конечно, каких-то подробностей, что происходит, в частности, в моей больнице. И, в общем-то, у меня, ну, в общем-то, очень неприятное остается ощущение, что вот как будто нет этих 1,5 лет опыта работы с коронавирусом. Четвертую пандемию мы встречаем, в общем-то, очень похоже, как и первую. Вот. Без всяких... То есть опять начинается перепрофилирование коек, опять приостанавливается плановая помощь, опять прооперировать банальный аппендицит будет проблемно, безопасно, чтобы это сделать. Вот. И почему мы настолько как бы организационно подготовлены так же, как в первую и вторую волну, мне, в общем-то, непонятно. Ничего хорошего, в общем-то, в этом я не вижу. А ў чым вы бачыце прычыну, што сістэма не падрыхтаваная? Ну, назапасіўся досвед, я так разумею, і ў лячэнні каранавіруснай інфекцыі. Тут пытанне арганізацыі? Ну, вы знаете, да, мне тоже непонятно, потому что вот если вы внимательно слушаете новости про коронавирус, что происходит, то обсуждается госпитализацию в больнице, обсуждаются места в реанимации, обсуждаются кислородные точки, обсуждается количество баллонов, аппарата ИВЛ, то есть обсуждаются вещи, которые к победе над пандемией не имеют, в общем-то, имеют очень отдаленное впечатление, потому что, ну, чуму в чумном бараке не побеждают, понимаете? В чумной барак попадают уже те, кто, ну, тяжелые, в реанимацию попадают уже, это просто вершина айсберга, и вся победа, она заключается вне реанимации, и в реанимации никаких побед нет, это уже борьба за каждого человека, и на статистику, как вы понимаете, это влияет отношение очень-очень далеко, и почему отсутствует вся, как бы то, что называется организационные противоэпидемические мероприятия, которые должны победить коронавирус, вот это мне, ну, просто непонятно. Я понимаю, почему это не было в первую волну, ну, там политика, не политика, иллюзии какие-то там, ну, представления, что это будет само пройдет. Но сейчас, ну, я не знаю, у кого остались иллюзии, что это само пройдет, я не знаю. У сваім падкасці вы гаворыце пра тое, што сучасная падрыхтаваная медыцына, вы думалі на першым этапе, што яна здольна ў Беларусі справіцца з каранавірусам, но гэта не толькі наяўнасць сучаснай апаратуры, падрыхтаваных дактароў, сярэдняга медычнага персаналу, а гэта вот арганізацыя, каардынацыя, кааперацыя. Вот на гэтым этапе, як вы гэты складнік ацэньваеце? Координация, кооперация, организация. Ну, смотрите, если не поднимать самые высокие уровни, о которых я сказал, и в которых я, ну, не самый большой специалист, действительно, по организационным и противоэпидемическим мероприятиям, то банальный вопрос мы опять сейчас в новостях, из разговоров с коллегами сталкиваемся с ситуацией, что коллеги вынуждены выбирать, кому они будут оказывать помощь, кому они оказать помощь не в состоянии. Опять персонал занимается поиском кислородных точек, опять возникают какие-то еще проблемы. Но извините, это же вопрос организации на самом низком уровне. Почему рядовой врач, практикующий, должен заниматься вопросами сортировки? И почему на него это свалено, а этим не занята как бы организация, которая, организаторы, да, которые понимают, вот такая есть нагрузка, вот столько мы оставляем точек на смену, вот столько, возможно, к ним поступит. То есть, ну, это же все прогнозируется, это вообще отдельная профессия, и этого ничего нет. И все на самом месте, на самом деле, на своих рабочих местах опять занимаются героизмом, поиском, метаниями.
Ну, поиском кислородных точек, поиском свободных мест. Нет, так мы, в общем-то, не спасем даже тех, кого можно спасти. Это же, ну, это же не организация на самом деле. Я хотела паговорыць пра вакцынацыю ў Беларусі. Найперш запытаюся, ці вы зрабілі прышчэпку супраць каранавірусу? Да, я вакцинировался. Я вакцинировался китайской вакциной. Это было совершенно осознанное решение. Для меня, мне кажется, что это оптимальное решение в наших условиях. Я не сразу вакцинировался, во-первых, потому что я год назад переболел, хоть и легко, вот, и супруга моя болела. Но пока я работал в чумном бараке, понимаете, у меня было ощущение, что, ну, вот это постоянно как бы подхватывание каких-то маленьких доз, оно тоже своего рода вакцинация, там вокруг болеют, но когда я не работаю и когда я мало контактирую с людьми, и понятно, что мне кто-то из моих друзей, которые работают, мне это все привезут, понятно, что себя надо, ну, вот, защищать, и вакцинация, ну, прививка – это вот один из таких, как бы, надежных для меня способов избежать тяжелого течения, как, что называется, болезни. Ну і тэмпы вакцынацыі ў Беларусі ў параўнанні з краінамі развязу, напрыклад, вельмі нізкія. Ну, вот мне цяпер расказваюць, што ў Менску, прынамсі, людзі, нарэшце, многія тыя, хто баяліся, не верылі ў вакцынацыю, наважваюцца гэта зрабіць і па некалькі гадзінаў сядзяць у вялікіх чэргах, так, па прышчэпку, ну, што таксама небяспечна, але, ну, тым не менш. У чым вы бачыце прычыны такога недаверу, масавага недаверу беларусаў да прышчэпак супраць ковіду і супраць канкрэтных прышчэпак, якія ў Беларусі даступныя? І што магла б і павінна была б зрабіць дзяржава і медычная сістэма вот за той час, калі ўжо ідзе вакцынацыя, за той час, як пачалася пандэмія, каб іншая сітуацыя была з вакцынацыяй? Ну, смотрите, тут если мы помним, ну, вакцина появилась достаточно поздно, что есть первую волну ее как бы не было, во вторую она начала потихонечку появляться, может быть, в недостаточном количестве, ну, то есть были какие-то проблемы, но я не помню, чтобы как бы со стороны организаторов здравоохранения, и, естественно, не только организаторов здравоохранения, но и самых высоких лиц настойчиво продвигалась эта идея, что это метод, ну, справиться как бы с пандемией. Вот этой темы у нас как бы особо не звучало, это накладывалось на, ну, то есть, понимаете, вот личный пример и огромная машина, не то чтобы пропагандистская, но какая-то такая, ну, все-таки агитационная, она должна работать. И вообще, вы знаете, если мы уже, наверное, мы еще затронем тему статистики, но если мы не имеем нормальной статистики и, соответственно, мы, знаете, мы лишены возможности оценить эффективность системы организации здравоохранения как бы, ну, по этим цифрам, то по темпу вакцинации, ну вот она так работает. Да. Вот. Но это не только система здравоохранения, это, в общем-то, вся организация, то есть Совет министров, там, все ведомства, по большому счету. Это очень серьезная тема, и вы знаете, я думаю, что наши люди не сильно отличаются от других людей, там, в Германии, в Израиле, да, и там, где страны, и где их, как бы, ну, какой-то интеллектуальный, как бы, клуб, скажем так, страны, действовал правильно, там и совершенно другие темпы вакцинации. Это кроме того, что проблемы с вакцинами, с качеством, с доказательством этого качества, с доступом к другим вакцинам. Это такая тема, она в Беларуси просто как бы старается не обсуждаться, а мне кажется, что это очень важно. От калі згадаць там Владимир Зеленскі, прэзідэнт Украіны, я бачыла ледзь не ў жывым эфіры, адным з першых зрабіў індыйскую вакцыну, калі я не памыляюся, там, а Байден яшчэ да таго, як уступіў на прэзідэнцкую пасаду, таксама там публічна гэта зрабіў. Ну, многія лідары многіх краінаў гэта робяць, ну, у Беларусі так не робіцца, але ёсць яшчэ такія прыкметы, калі на некаторых установах людзей прымушаюць вакцынавацца. Вот як это бывае ў спалучэнні, вот, з аднаго боку прымус, з другого боку, ну, публічная не популяризация вакцинации? Ну, это, вы знаете, это немножко напоминает борьбу с алкоголизмом во времена Горбачева, когда какие-то здравые идеи, вот это как бы такая интересно выстроенная вертикаль, она, ну, не способна это все сделать по-человечески. И вы знаете, принудительная вакцинация – это по большому счету профанация. Профанация – это будут дутые цифры, это будут, опять же, негатив. И с точки зрения перспективы и, опять же, победы на пандемии, я думаю, здесь больше вреда, чем пользы. То есть какие-то мягкая сила, что называется, да, там какие-то примеры, какие-то там льготы для тех, кто вакцинируется, это понятно, это, ну, как бы принято, да.
А принудительно, ну, это, тем более, что мои коллеги некоторые, которые переболели буквально неделю, 2-3 назад, их принудительно заставляют вакцинироваться, и это, ну, это да, это вот так. Если бездумно что-то делать, вы знаете, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Это вот, это про это. От цяпер абвешчаны ўжо масачны рэжым. Даволі позна многія краіны гэта рабілі вельмі давно ўжо, і гэта давала вынікі. Як вы ацэньваеце вот гэтыя меры Міністэрства аховы здароўя, ну, якія цяпер толькі нарэшце Ну, з'явіліся? понимаете, насколько я вижу статистику и слышу как бы ну, новости от своих коллег из разных больниц, не только Витебска, ну, вот та волна, которая уже поднялась и которая, ну, опять захлестнула стационары, отделение реанимации, опять кислород, опять эти все темы, вы знаете, ну, я не думаю, что как бы хорошо, что об этом вообще сказали, что там какие-то сделаны громкие заявления, но это, мягко говоря, ну, такая, это не то, что спасет. Хотя, ну, то, что маски надо, понятно, но нет, это все как-то выглядит очень неосновательно, понимаете, несерьезно. То есть, ну, давайте маски. Ну, не против, конечно, ну, давайте маски. Я хожу в маске, хотя вот я видел в магазине скандал. Парень на кассе устроил скандал, когда его заставляли одевать маску. То есть вот этого как бы общественного согласия с тем, что маски важны, вакцинация важна, дистанцировано важно, оно очень слабо дошло на самом деле. И это удивительно. Это удивительно. Все-таки 1,5 года как-то это. Як вам бачыцца вот, цяперашняя хваля для Беларусі? Яна, ну, з таго, што вы ведаеце ад калегаў, з таго, што вы бачыце, яна найбольш моцная, яна самая моцная, калі глядзець ад самага пачатку? Ну, такое вот, ну, такое складывается впечатление, опять же, да, без статистики. Ну, да, наверное. Да, как-то она, ну, во-первых, больше детей. Вот, дети как бы немного тяжелых, но больше детей, они все-таки разносчики, они плюсуют, то, что называется ПСР, их родители, школьные учителя, все вот эти коллективы, это все, то есть нет стоп каких-то приказов, как это все остановить, поэтому это распространяется, вирус немножко позлее, и поэтому мне кажется, что больше, да, больше. А калі параўноўваць сітуацыю ў сталіцы і ў абласных цэнтрах, у раённых цэнтрах, у рэгіёнах, розныя ступені абсталявання і арганізацыі, як вам падаецца, дзе сітуацыя найбольш крытычная цяпер, у цэнтры ці у рэгіянальных шпіталях? Вы знаете, не знаю. По опыту первой, второй волн, в которых я активно принимал участие, и во второй мы как бы работали с районами, у нас как-то очень интересные слабые горизонтальные связи между районами, и в одном районе волна, во втором ее практически нет, то есть очень асинхронно, и Витебск захлестнуло, Минск еще как бы не тронуло, потом наоборот. Ну, с точки зрения подготовки, конечно, Минск вооружен лучше всех. И организационно, и, кстати, интеллектуально, с точки зрения вообще управленческих решений таких, они же, понимаете, не все такие громкие, как ношение масок или давайте вакцинироваться. Вообще решения, их очень много, они ежедневные, они скрупулезные и правильно приняты, они, конечно, спасают жизни. Не те, как приниматься там 1-2, да, кого можно вытянуть, да, из тяжелых, а это десятки и сотни, и, может быть, даже тысячами правильные организационные решения, это именно так и действует. Поэтому по районам и по областям, ну, но если район полыхнул, то там, конечно, будет хуже всего. Хуже всего, потому что возможность разграничить плановую и экстренную, возможность, вот как представляете, реанимация района, 6 коек, 1 дежурный врач, у него приемный покой, у него ковидная и чистая зоны, у него какие-то экстренные еще операции, хорошо, если плановые закончились, и это 1 человек, и исходная, может быть, нехватка персонала. Нет, я думаю, что там будет самое неприятное. Вообще, чем крупнее, как бы, ну, там, медучреждение, чем крупнее, допустим, город, тем, конечно, проще ну, как бы сыграть ресурсами, людскими там и так далее. Но в районах, я думаю, хуже всего. Владимир, якая цана хлусні падчас пандэміі? На вашу думку, хто адказны за афіцыйныя лічбы захварэлых і памерлых? Вот этим лічбам у Беларусі ніхто не верыць. Наколькі высокая цана хлусні? Значит, сначала какой уровень? Конечно, это самый высокий уровень управленческий, самый высокий. И я понимаю, зачем это делается, я не понимаю, то есть я не понимаю, действительно люди не понимают, что это высокая цена,
Дело даже не в том, чтобы там напугать людей, да, а дело в том, вы сами понимаете, что происходит. Вот у меня нет представления, что люди понимают. Это первый вопрос. А второй, ну что значит не понимают? Ну они что, очень глупые? Ну нет, в общем-то, очень умные люди на высоких постах. Ну, может быть, нет у них такой как бы задачи, в общем-то, сильно с этим, как это сказать, их не волнует цена этого вопроса, потому что по большому счету их лично это, может быть, касается меньше. Хотя это неправда, но может они так думают. Вы маеце на увазе, што яны не захварэюць, іх родныя не захварэюць? Они думают, что они получат по максимуму, все остальные неважно, потому что, как пела Куджава, пряников сладких всегда не хватает на всех. А в период перегрузки здравоохранения системы, конечно, это, ну, доступ к как бы важным ресурсам, он становится ценным. Ну і цана для медычнай супольнасці ў Беларусі, колькі дактароў і загінулі, працуючы з хворымі на каранавірус, колькі дактароў працуюць вельмі шмат, кожны дзень маючы такую рызыку, так і працуючы ў вельмі складаных умовах. Якая цана для медыцыны того, что теперь отбывается? Болеет медперсонал опять. Вот моя родная сестра переболела, но вот как бы все-таки выкарабкалась 3 недели, ну, терпимо. Не самое тяжелое течение, ну, нелегкое, правда. Вот. Для медицины самое неприятное – это выгорание. Вот я бы сейчас вот в этой 4-й волне, я бы, наверное, поставил это на первое место, даже не болезнь и смерть медперсонала. Ну, в конце концов, сейчас медперсонал имеет средства защиты и примерно представляет, ну, как с этим, это не то, что первая волна, когда там и так далее. Вот, но вот выгорание, а выгорание это не просто как бы чрезмерная нагрузка или там много работы, или там выгорание – это плохая организация. И я еще раз повторю, если человек по дежурству, дежурств много и работы много, да, мечется и решает какие-то несвойственные, которые не должен решать. Та же самая сортировка, кому оказывать помощь, кому нет, где искать кислородные точки, как с этим справляться, там, почему опять перебой с кислородом, что с этим делать, и вот это все, ну, в конце концов, ему становится все равно, понимаете? И вот эта борьба за каждого пациента, она становится менее интенсивной. Конечно, еще раз повторюсь, в реанимации не решается вопрос победы с пандемией, но жизнь каждого человека, она решается именно в реанимации. И хотелось бы, чтобы вот этот, как бы, вы знаете, в первую волну был очень большой такой подъем эмоциональный, в том числе потому, что была поддержка общества. Сейчас все это немножко, не немножко, это сильно просело. Ну, и общественные организации как бы практически сейчас отсутствуют и не помогают. Но потухшие глаза реаниматолога при работе с ковидом, они еще дороже стоят, чем работе без ковида. Я думаю, что это очень большая проблема сейчас мне видится. Ну, я так разумею, что потухшие вочы могуць быць у анколага, у кардыёлага, які працуе зараз з ковіднымі хворымі і просто не мае магчымасці аказаць належную кардыялагічную, афтальмалагічную, любую іншую дапамогу, таму што все шпіталі, вялікая частка шпіталёў якраз накіраваныя на барацьбу з каранавіруснай інфекцыяй, і людзі з іншымі хваробамі маюць праблему, так, это таксама вялікая вельмі праблема. Да, вы знаете, опять же, вот к теме организации, если мы начинаем 4-ю волну все-таки начинаем с перепрофилирования и закрытия вот этих высокотехнологичных, очень важных видов помощи, то значит, мы что-то опять не так делаем. Ну, так не должно быть. Я понимаю, почему это было сделано в 1-ю волну. Ну, во 2-ю уже ладно, но в 4-ю, ну что, мы опять, что ли, мы закрыли там экстренную хирургию, там, ну что, это не вернется к нам, вернется онкологическая помощь, ну как будто люди не болеют ничем, кроме ковида. Ну, это как-то неправильно. Вот. І я зараз хацела, каб мы ўжо прыступілі да, можна сказаць, і галоўнай часткі нашай размовы, паколькі зусім неўзабаве выйдзе першы ваш падкаст на свабодзе, прысвечаны першай хвалі каранавіруснай эпідэміі ў Беларусі, ў Віцебску непасрэдна. Калі і чаму вы вырашылі, ну, спачатку напісаць это, а далей, як бы гэта все будзе ў выглядзе аўдыо, ў выглядзе падкасту выйдзе? Як узнікла гэта ідэя? Што паўплывала? Ну, были впечатления и эмоции от того, что происходило. Это действительно такое, ну, необычное событие, скажем так, в нашей истории. Уже когда мы общались с пациентами в 1-ю волну и с ними и записывали их историю, очень хотелось, чтобы это все не пропало.
Вы знаете, тут вот у меня такая была мысль, но это уровень Алексеевич, если бы человек создал такой нон-фикшн, который бы передал то, что чувствовали люди, попавшие в этот чумной барак с разных сторон. И там и пациенты-медики, пациенты не медики, родственниками, целыми семьями, там, персонала, от санитарочки до врача, до там, начмеда, до каких-то организаций. Это было бы очень интересно и потрясающе. Вот, жаль, что тут как бы вот Светлана Алексеевич за это как бы пока не взялась, потому что другие темы не менее как бы насущные ее тоже будоражат. И не хотелось бы, чтобы эти впечатления пропали. Поэтому пришлось что-то записывать. И потом возникла идея, что это все-таки должна быть какая-то хронология, потому что это история современной Белоруссии. Это то, что мы пережили всем народом, всем населением как бы вместе. Кто-то пережил, кто-то может почитать, да, у многих есть личный опыт. И описание этого опыта человека, который в этом немножко разбирается, конечно, это любопытно. Раз. И история познается в подробностях, вы знаете, поэтому избрана такая именно тема хронологии. Иногда буквально там день за днем, ну где-то там чаще, где-то меньше, где-то более важные события, где-то меньше. Это очень интересно, как мы прошли, как мы проходим, скажем так, потому что я думаю, что это только первая часть. Хотел бы вспомнить и вторую волну, и третью. Это очень интересно. Мне лично это безумно интересно, и это было интересно тем друзьям, которым я дал почитать, и медикам, и не медикам. Так это вы дзённік спачатку вялі, які потым вот так пашырыўся, так? У меня были определенные записи, это трудно назвать дневником, но какие-то эмоции я, конечно, фиксировал. Давайте вот больш шырока нават праанансуем гэты ваш падкаст на свабодзе. Чаму яго абавязкова трэба паслухаць? Каму абавязкова яго варта паслухаць? Вот якім чынам пабудаваныя каранавірусныя хронікі? Дзень в дзень, падзея за падзеяй. Раскажыце, калі ласка. Но вот начиная с марта и заканчивая июлем, ну, месяц за месяцем, подробности, как это пришло, как это вначале воспринималось, как это выглядело организационно, как я столкнулся с первым коронавирусом, как умер первый пациент, как это выглядит пациент на ИВЛ, что с ним надо делать, как мы об этом думали, как мы пытались это обсуждать в профессиональной среде, как это не получалось обсудить. И как в конце концов все это закончилось выдающимися словами наших законодателей, что мы победили коронавирус, и, в общем-то, все награждены, все спасибо, все свободны. Вот то, как это все пройдено, ну, мне кажется, это крайне любопытно, это просто... А послушать должны, я думаю, вот мне кажется, что все, причем не обязательно в Беларуси, потому что очень многие события, я думаю, они похожие происходили в других странах, при других режимах, при других системах здравоохранения, но личные какие-то вещи и какие-то медицинские вещи, они, в общем-то, ну, похожи. Мне кажется, это очень любопытно. Скажыце, калі ласка, вы цяпер не працуеце, але, напэўна, маеце сувязь з калегамі. Што цяпер адбываецца ў вашым аддзяленні анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскай бальніцы хуткай медычнай дапамогі? Я так разумею, што найбольш цяжкія ўсе выпадкі менавіта там знаходзяцца, і там цяпер чумный барак, как вы выказались. Ну да, нас опять развернули полностью больницу под коронавирус. Не сразу, опять, в общем-то, были какие-то определенные шарахания, опять приезжали минчане и все это требовали перестроить. Ну, в общем, эта часть не очень интересна, а интересно то, что опять героизмы, а вы же знаете, что каждый героизм это чьи-то провалы, да, опять сортировка, опять перебои с кислородом. В общем, ну, как-то личный опыт у людей есть, а системного как бы общего опыта, ну, не прослеживается, скажем так. И это очень обидно, во-первых, и это опять всем тяжело, и это, ну, это то, что расхолаживает на самом деле. Это то, что расхолаживает, когда все твои усилия упираются в какие-то не тобой условия, как бы не тобой выбранные. Ты поставлен в условиях, в которых ты помогаешь гораздо меньшему количеству людей. Это очень нехорошо, скажем. При конце нашей размовы я хотела вас попросить, каб вы звярнуліся да людзей, якія будуць слухаць ваш падкаст Віцебсбергама, тых людзей, якія цяпер глядзяць нашу размову, якія будуць чытаць яе на нашым сайце, у нашых сацыяльных сетках. Што вы раіце рабіць альбо не рабіць, каб захаваць здароўе, каб захаваць жыццё сваё, сваіх блізкіх, сваіх знаёмых падчас новай хвалі каранавіруснай эпідэміі?
Вы знаете, все-таки я призываю всех думать над тем, что вы делаете с точки зрения пандемии. Вот, потому что, как оказалось, думать, кроме вас, за вас, о вас и о ваших близких никто больше не будет. Пандемия – это не придумка. Вы знаете, до сих пор встречается как бы сообщение, что все-таки это все придумано, и все это для чипирования. Но это какие-то безумные совершенно вещи, да, особенно с точки зрения того, что уже четвертая волна, и все это видно как бы и среди близких, родных. Думайте сами, что вы будете, там, маски, дистанцирование, вакцинации. Это ваше решение, понимаете? Пусть за вас там кто-то будет думать, кто-то... Это неправда. Все в ваших руках. И ваше здоровье, ваше поведение, даже если вы заболели, ваше правильное поведение, если вы там видите пациента там, или родственника тоже больного, это все в ваших руках. Думайте сами. Больше думать некому. Дзякуй вялікі, гэта быў доктар рэаніматолог Владзімір Мартаў, ягоны падкаст «Віцебск Бергама. Каранавірусная эпідэмія. Першая хваля» неўзабаве выйдзе на свабодзе, а я заклікаю ўсіх падзяліцца сваімі гісторыямі лячэння альбо засцярогі ад каранавіруснай інфекцыі. Як вы з гэтым спраўляліся? Вы можете пакінуць каментары тут на YouTube под гэтым відэо альбо напісаць на сайт Свабоды. Дзякуй вам вялікі. Гэта была Свабода Прэміум, Ганна Соус. Усяго найлепшага. Дякую. До побачення. До побачення.